На 15 мая вода в селах Первый Нерюктяинск и Бирюк держится на одном уровне. Жители, чьи дома попали под подтопление, располагаются в ВВК-пунктах, где обеспечены всем необходимым. Население спокойно. Сегодня здесь ждут, когда спадет вода, и можно будет приступить к работам в своих домах. Серьезная проблема в отсутствии электроэнергии. Люди остались без запасов мяса и прочих скоропортящихся продуктов. Подробности далее. Нина Ивановна часто подходит глазами и ищет крышу своего дома. Ее и видно над водой. Он первый дом, вот этот мой, уже давно, в том году затопил, в этом году, тот раз я уже забросила, потом там другую квартиру дали, там же тоже затопило. Сейчас не знаю, детям пойду, где жить-то? Одна живу, вдова. Четвертый день, по словам жителей Первого Нерюктяинского наслега, в селах стоит вода. Многие, уйдя в ВВК-пункты, до сих пор не могут побывать у себя дома. Самое то, что плохое, это дорога. Мы все лежим, это никуда пойдем, никуда не идем. Не можем идти, техника туда не ездит. Вот проблема в этом. Сегодня один из острых вопросов электроснабжения. Обеспечение временным электроснабжением, так как опоры пострадали и аварийно-восстановительные работы займут определенное время, и до этого времени хотя бы на временной основе восстановить электроснабжение. На своем уровне мы рассматриваем вопросы, ведем переговоры с промышленными компаниями. 15 мая гуманитарная помощь прибыла уже наземным путем. Организован проезд, хотя дорога оставляет желать лучшего. Мы отработали логистику. В первые дни наводнения маршруты мы проработали. Сейчас в настоящее время едет гуманитарный груз. Это помощь регионального министерства обеспечения жизнедеятельности, Матрезерв, это помпы, дополнительные генераторы. Практически все, кто сейчас находится в ВВК-пунктах, лишились всего имущества. Так и стоит вода, как что даже не знаем, какая помощь будет, как что будет, до сих пор не знаем. У меня, например, дакана. Все. Там все утоплено. Ни телевизора, ничего, ни спальных принадлежностей. Несмотря на столь сложную ситуацию, сельчане здесь спокойны, паники нет. Администрация местная хорошо поработала. Здесь очень тепло. Спальные принадлежности, раскладушка у всех есть. Кормят хорошо. И даже от плохого смеешься, но люди так делают. Морозильники не работают дома. Вот на моторках едут, оттуда все. Мясо все сюда тащат. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.